Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Михаил Мишустин потребовал активнее использовать авиацию при тушении пожаров в Якутии. Обсуждается создание лесопожарного центра в регионе. К делу подключились спасатели и кинологи. Продолжаются поиски подростка, пропавшего в Тампонском районе. Якутская корова вполне может стать брендом Якутии. Буренки из Заполярья активно обретают новых поклонников. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал активнее использовать авиацию при тушении пожаров в Якутии. Премьер провел совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Кроме того, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов поднял вопрос, инициированный Айсеном Николаевым, по созданию лесопожарного центра в Якутии. Он отметил, что создать такой центр необходимо, но потребуется подойти к данному вопросу более серьезно. В свою очередь Айсен Николаев заверил Мишустина, что власти региона будут рассматривать вопрос софинансирования строительства будущего центра. Возвращаясь к вопросу по лесопожарный центр. Безусловно, я считаю, что создание такого центра на территории Якутии необходимо. При необходимости, при принятии такого решения, Михаил Владимирович, я гарантирую, что мы, конечно же, будем рассматривать вопросы софинансирования его создания, в том числе с точки зрения создания материально-технической базы. Безусловно, такие центры в целом в стране у нас нужны, для Якутии он абсолютно нужен. Вот хочу сказать, что на свои средства республика в этом году по согласованию с авиалесохраной федеральной создала отделение авиалесохраны в арктической зоне, в городе поселке Батагаль, в Верхоянском районе, где у нас были большие пожары и в прошлом, и позапрошлом году. В этом году ситуация там абсолютно уже другая. При помощи, в том числе, создания этого центра. По данным авиалесохраны, на сегодня в республике действует 135 природных пожаров. Авиация МЧС России работает на территории Мирнинского, Нюрбинского и Хамгаласского районов. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в 9 районах, где бушуют 107 очагов. А в Горном районе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 57 пожаров. Из них в зоне контроля 20. Их площадь более 275 тысяч гектаров. На сегодня ликвидированы 23 очага. Сейчас бушуют 14 лесных пожаров в Горном. Их тушат 8. В общей сложности занято в тушении почти 400 человек. Для ликвидации используют 70 технических средств. В данное время, после дождя и после тех мероприятий, которые мы провели по обжигу, ситуация стабилизировалась, но сказать о том, что конкретно все пожары потушены, никак нельзя. Потому что вчерашний облет показал по некоторым пожарам сильные очаги, которые возобновились. Поэтому мы все силы направляем на дотушивание данных термоточек и пожара. 7 лесных пожаров в Хангаласском улусе возникли по вине человека, сообщает прокуратура района. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня провел облет над лесами района и отметил, что ситуация значительно улучшилась за последние недели. Так, из 11 действовавших пожаров на сегодня остались 4, и все они локализованы, а 3 будут ликвидированы в ближайшие дни. С начала пожароопасного сезона на территории Хангаласского района зафиксировали 50 лесных пожаров. Причинами их возникновения называют сухие грозы и засушливое лето, но присутствует и человеческий фактор. В 7 случаях возгорания началось по вине человека, 3 виновников уже установили. Органами следствия возбуждено одно уголовное дело по части 2 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время следственные мероприятия окончены, а уголовное дело направлено в суд. Кроме того, установлено 2 виновных лица, которые привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 8.32 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 5000 рублей каждый. Работа по установлению оставшихся 4 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, проводится правоохранительными органами и органами лесничества. К другим темам продолжаются поиски пропавшего в Тампонском районе 14-летнего подростка. На сегодняшний день, несмотря на все усилия, ребенок не найден.
Напомню, сообщение о пропаже мальчика поступило в полицию 24 июля вечером. В ту же ночь была снаряжена первая поисковая группа из 3 человек. Поскольку мальчика не нашли, 25 числа родственники обратились в службу спасения. И 26 июля, как только установилась летная погода, из Якутска вылетел борт спасателей и кинолога, всего 10 человек. Подросток пропал в тайге в гористой местности на пути от стада номер 1 к стаду номер 2. По словам отца и работников стада, подросток проходил этот путь не в первый раз и хорошо знает дорогу. Мальчика ищут 41 человек и 6 единиц техники. Итого в результате всего было задействовано в поисках 41 человек и 6 единиц техники. Вертолет произвел облет в районе поиска. Провели поиск из воздуха. Впоследствии было принято решение, все спасатели высадились и начали наземные поиски. Вся информация, которая получена на месте, срочно, по ним срочно принимаются меры. Значит, все спасатели, которые находятся там, они способны провести, знают свою работу и тактику проведения поисковых работ. На сегодняшний день проводятся все мероприятия, все необходимые мероприятия по поиску восстановления пропавшего ребенка. Сейчас к эпидобстановке. 117 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, из них 64 в Якутске. В Мирнинском и Нерюнгринском районе по 8 случаев, в Алданском 6, в Вилюйском, Намском и Татинском районе по 4 заражения. Еще в 11 районах от 1 до 3 заболевших. Кабинет диспансеризации переболевших коронавирусом работает в Намском Улусе. Всего зафиксировано более 1000 положительных результатов на ковид с начала пандемии. На самоизоляции находятся 70 больных. В Намской центральной больнице началось углубленное обследование переболевших коронавирусом. Пройти медосмотр смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз им поставил врач, но не ранее 2-го месяца после выздоровления. На сегодняшний день обследования прошли более 60 человек. Мероприятие продлится до конца года. За один день проходит. После обеда выявляем, по результатам анализов, уже терапевт сам ставит диагноз. Чтобы было удобно, больных не вызываем на 3-4 день, сразу все это в один день. Сегодня в Якутске сотрудники ГИМС беседовали с отдыхающими на несанкционированных пляжах. Инспекторы с проверкой прошлись вдоль берега 203-го микрорайона. Отдыхающим выданы памятки по безопасному поведению на воде. Отметим, что в Якутске и пригороде в данный момент действует только один официальный пляж на территории 202-го микрорайона. В отличие от несанкционированных мест отдыха, там безопасная зона для купания огорожена буйками. Помимо этого дежурят спасатели, врачи и сотрудники охранных предприятий. Да, практика показала, что в самых трагических ситуациях попадают не только дети или люди в состоянии алкогольного опьянения. Бывают очень крепкие, как мужчины, так и женщины. Есть даже пловцы, которые хорошо умеют плавать, даже они попадали в такие ситуации, когда мы уже ничем не могли помочь. Хочется отметить, что если вы находитесь на водном объекте, который является несанкционированным, всю ответственность на вас и на ваших близких наложится глубоко на вас. Поэтому я вам категорически рекомендую посещать только официально разрешенные водные объекты. Это таким является городской пляж. Там вы находитесь под присмотром, вы находитесь в безопасности. Это самое лучшее решение вашего местопровождения отдыха. А в Алекминске в очередной раз обсудили сенокос. Очень остро стоит вопрос по заготовке грубых кормов практически во всех наслегах. Данная ситуация сложилась из-за аномальной жары, засухи и обильного распространения саранчевых. Заслушаны вопросы и пути выхода из тяжелой ситуации с сенокосом. Озвучены даты выездов мобильных сенокосных бригад на дальние труднодоступные участки, а также сроки закупки сена по линии Министерства сельского хозяйства. На сегодняшний день мы заготовили 1100 тонн, это предварительно. На уровне прошлого года, если взять, то мы в это время заготавливали где-то 1300-1360 тонн. 1200 тонн – это от плана 6%, при плане 16700 тонн. Сейчас создаем мобильные бригады, их направляем на дальние участки. И они будут скашивать именно для, основном это крестьянское фермерское хозяйство, для своего поголовья будет.
А по личным подсобным хозяйствам будем, конечно, работать с Министерством сельского хозяйства. Ровно 2 года назад на выставку «Золотая осень» в Москву были привезены 3 якутские коровы. К ним долго присматривалась москвичка Людмила Павлова и решила купить их для содержания на собственном участке. Как себя чувствуют северные обитатели в средней полосе России, узнаем из материала Максима Кардоза. Хорошая. В Подмосковье появилось настоящее стадо якутских коров. Ну, привет, красавица. 2 года назад энтузиасты из деревни Зыбинка приобрели 3 особи. И наши северные жители в средней полосе России чувствуют себя прекрасно, вольготно, у них отличный аппетит. И спустя эти 2 года их уже не 3, а 6. И они расширяют свое меню. Очень любят, например, яблоки и местные груши. Правда? День Людмилы Павловой расписан по минутам. Питомцев нужно несколько раз в сутки отправлять на выгул, кормить, доить, чистить. Но такие хлопоты пенсионерки в радость. Купить именно якутскую корову Людмила Павлова мечтала уже несколько лет. Увидела в интернете и влюбилась. Я прочитала о корове, которая вообще фантастическая, чуть ли не нянька ребенком. Оказывается, и такая, и она и вообще покладистая, припокладистая. Вот мне это было самое важное. То, что она дает не очень много молока, это было как раз кстати. И она маленькая, и вообще все при ней. Супруги Павловы хотели 1 маленькую корову, а купили на выставке сразу 3. Причем теперь есть и пополнение. Начинающие фермеры не перестают удивляться особенностям якутской коровы. Поражают и небольшие размеры, покладистый характер, рацион и шерсть. Где-то у нас к осени, там в октябре-ноябре, вдруг стали такими лохматыми, такими теплыми. Я говорю супруге: Людмила Анатольевна, скорее всего, зима будет холодная. И действительно, эта зима была очень холодная. Новоиспеченные владельцы якутской коровы отмечают, что эти северные буренки, может быть, не дают много молока, примерно 1,5-2 литра в день. Зато ему нет равных. Молоко – это вообще вне конкуренции. Все в один голос говорят, что это не молоко, это сливки. Ну, правда, 10,1, 10,5% жирности. Я думаю, это вполне для молока, чтобы его зауважать, достаточно. Хочу им сказать огромное спасибо от всех, наверное, любителей якутской породы за такое внимательное, такое очень нежное, даже такое родительское отношение к ним. Они про каждого рассказывают с большой любовью, это очень трогает. Я думаю, что мы будем продолжать наблюдать и помогать всячески, чем мы можем этому хозяйству. У Якутии вполне может появиться новый бренд, считают эксперты. Коровы из Заполярья активно обретают новых поклонников, и руководство республики готово приложить усилия, чтобы в России их стало еще больше. Максим Кардозу, Джор Березкин, Московская область. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.